55 лет флагман энергетики Дальнего Востока, компания «Якутскэнерго», обеспечивает светом и теплом самый холодный населенный регион планеты – Республику Саха-Якутия. Если после захода солнца взглянуть на Якутию с высоты птичьего полета, она, подобно небу, усыпана мириадами звезд. Это огни городов и поселков, рассыпанных по всей территории нашей необъятной республики. Это сияние севера – дело рук стражей тепла и света, якутских теплоэнергетиков. Теплоэнергосервис – устойчивая, крепкая компания, которая на сегодня работает и будет работать. Наверное, тепло, сфера услуг для жизнедеятельности человека, она нескончаемая. Может быть, какие-то будут процессы там как-то изменяться, но мы, наверное, будем нужны всегда. 30 лет назад теплоэнергетика ассоциировалась с кочегаром, который лопатой грузит уголь в котел. Сейчас, по прошествии лет, это оператор котлоагрегатов, который следит за параметрами работы оборудования без ручного труда. Мы ежегодно в рамках исполнения инвестиционной программы строим котельные, тепловые сети, реконструируем существующие объекты, тем самым приносим тепло в дом людям. За последние 10 лет произведен колоссальный объем работы. Практически в обществе не осталось ни одной ручной котельной. Последний мы будем закрывать в течение 2 лет. Заходили очень сложные. Это практически все строительство котельных. Это было котельные золотареи, которые начинали строить в 60-х годах, 70-х годах. Ручные котельные, старые. Приходилось даже иногда спасать поселение. То есть у нас, как в школе, с 1 сентября по 15 мая мы сидим как на иголках. В любой момент можем выехать в любой район нашей республики, где там нехватка угля или погодные условия подвели. Снег выпал, уголь намочило, все, он не горит, и у нас начинаются действительно проблемы. Поначалу-то сложно все было, сейчас уже спустя почти 10 лет работы теплоэнергетики, думаю, что для меня другой профессии не будет точно. Энергетика – это какой-то такой заряд мощной энергии. Каждодневные задачи, требующие неотложных решений, как долгосрочные, так и краткосрочные. И то, как эти задачи решаются, и определяет успешность нашего отдела. Моим первым делом было строительство котельной в поселке Ленинский и инженерных сетей с целью закрытия 4 морально устаревших котельных. Это была моя первая командировка в этот поселок. Мы тогда ходили по заснеженному поселку, измеряли все возможные варианты прохождения сетей, делали замеры, наброски. Мне это очень понравилось. Я поняла, что я нашла то, что я искала в жизни. Самое хорошее мне, что нравится, это то, что крупная компания, большой коллектив, это общение с людьми. Я горжусь своей работой, я горжусь работой в энергетической именно отрасли, так как это основополагающая промышленность. Без тепловой энергии, без электрической энергии производство бы просто не могло существовать. Есть кому работать. Воспитываем чувство гордости за свое родное предприятие.